Селям алейкум, урметли серджилерimiz. Саба программасының тақымы осиятыны девам ете. Ве бүгін біз Ахмеждит шеріне яқын ерлешкен Эмине Байыр Хасар адлы қобада бұлынамыз. Венев бетеки экскурсияны башлаймыз. Селям алейкум. Алейкум селям. Меня зовут Надежда Шелковская. Сегодня я буду вашим экскурсоводом по пещере Эмине Байыр Хасар. В данный момент мы с вами находимся у искусственного входа, по которому начнем нашу экскурсию. Сейчас мы с вами находимся в Северной галерее. Это самый первый зал, который нас встречает с вами. Здесь очень хорошо видно самые основные формы, которые украшают любую пещеру, какую бы вы ни посещали. Все натеки, которые украшают данную пещеру, они состоят из минерала кальцита, которым вода насыщается, проходя через породу, который называется известняк. Если посмотреть вверх, на верхний свод, очень хорошо видно, что верхний свод украшен своеобразным бахромой. Это натеки, которые называются сталактиты. Спускаясь немножечко ниже, мы с вами подходим к не менее интересному объекту, который расположен в Северной галерее. Это скелет мамонтенка, которого обнаружили здесь же в пещере, но в данном месте выложили его несколько лет назад. Перед вами уникальная находка, и уникальность ее состоит в том, что удалось ученым собрать почти полностью скелет мамонта в великолепной сохранности. Помимо костей мамонта, здесь палеонтологи нашли кости других животных, которые обитали в последний ледниковый период. То есть возраст тех найденных костей, которые мы с вами сейчас видим, примерно около 40 тысяч лет назад. Они когда-то обитали здесь. Итак, первый скелет, который вы видите, это скелет сайги, маленькой степной козы. Следующий скелет бизона и немного далее скелет оленя. Условно пещеру делят на несколько этажей, где два верхних оборудованы, по ним идут экскурсионные группы. Самый нижний этаж является закрытым минералогическим заповедником. Сейчас перед нами открывается долина идолов. Очень хорошо видно, что действительно натеки необычной формы, которые украшают нижнюю часть этого зала, действительно напоминают по форме каких-то созданий. Конечно же, если представить это все в темноте и при освещении нескольких фонарей, игра света и теней добавит какую-то свою таинственность. Эмине Байыр Хасар ен дүлбер қобаларындан бірідір. Қобаның ұзынлығы 2 километр yolunu тертіп ете. Экскурсия ise тек 1 километр yolunda кечіріле. Если немного обернуться, мы с вами увидим не менее интересный натек, который называется хранителем пещеры или белым спелеологом. Для этого вам нужно присмотреться и увидеть в натеке профиль человека, который стоит к нам боком. Очень хорошо видно глаз, нос, борода. На голове у него каска с фонариком, как у настоящего шахтера, а за спиной рюкзак. Так что хранитель действительно является спелеологом. Сейчас мы с вами находимся в зале Кичкимет. Это также поистине великолепный зал, известный нам самым последним верхнем этаже. Ранее для того, чтобы попасть в этот зал спелеологам, нужно было спускаться из-под самого верхнего свода вдоль красивого каскада натечной стеночки. Сейчас же, когда оборудовали зал, сюда возможно попасть сбоку через еще один прорубленный тоннель. Зал Кичкимет получил свое название из-за того, что венгерский город Кичкимет в 1974 году стал городом-побратимом Симферополя, столицы Крыма. Входной колодец, который является единственным естественным, имеет очень интересное название – Эмине Байыр Хасар. Это связано именно с переводом. С тюркского языка это означает колодец на склоне горы в дубовой роще. И если внимательно посмотреть, то очень хорошо видно, что провал уходит вниз, а вокруг его окружают красивые деревья дубы.
Эмине Байыр Хасар адлы қобанын текрарланмаз güzeligi sizni daima ayretте қалдырыр. Ve eminmiz ki bu yerге sizda çok kere kelersiz.